Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на какую тему. Встретите ли вы настоящую любовь в новом году? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и на настоящую любовь. Давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, красиво. Смотрите, вы вышли в центре. Вы как действительно эпицентр притяжения. Вы будете блистать в будущем году. Блеск, шик, красота. Ой, у вас просыпается женственность. Наравне с женственностью просыпается желание показать себя. Вот проявиться, быть нарядной, быть красивой. Вот идти, ни на кого не оглядываться, ни о чем не думать, чувствовать себя абсолютно свободно и комфортно. Помимо этого желания у вас еще и возможности появятся, и выглядеть соответственно, и жить соответственно, и многое себе позволять. У вас с левой стороны, смотрите, какой прекрасный голубочек с очень длинным хвостиком. Прекрасный знак, знак удачи, знак шансов, знак перспектив и знак каких-то даже пусть небольших, но мелких наград. Удастся, вам очень удастся. Считайте, что Новый год — это ваш год. Именно ваш. Когда все мечты и все ваши желания находят правильную почву, прорастают и реализуются. С правой стороны у вас поклонник в ногах. Видите, мужчина прям склонился к вашим ногам. А тело у него в форме якоря. Да, это серьезные отношения. Это тот, с кем вы заякоритесь, с кем вы создадите семью. Девочки, кто-то уже знаком, я это чувствую. Может быть, просто видели. Может быть, всего лишь знаете имя. Возможно, общаетесь. А кто-то вот прям, накануне знакомства находится. Потрясающе. Потрясающе. Так, кто зашел проверить, мой ли мужчина, кто сейчас со мной? Да, это ваш мужчина. Да, именно с ним у вас все сложится, получится. И любовь будет настоящая, взаимная и очень прочная. Для тех, кто у меня буки-бяки, думает, что какая любовь, Господи, у меня там пенсия, у меня внуки, правнуки на подходе. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Любви все возрасты покорны. И вы тоже свою любовь обязательно встретите. Отсыпка, честно сказать, очень необычная вышла. И я вижу, что вы в следующем году не одно сердце разобьете. Ох, не одно. Здесь у вас и назойливый какой-то поклонник нарисовался. Кому-то прям и любовник идет. И прям так, знаете, закрутится, завертится ваша личная жизнь. Но давайте разберем по порядку. Смотрите, видите вот этих трех сутулых персонажей? Они как по росту, да? Большенький, средненький и вообще дрыщ какой-то вышел. Это ваши поклонники. Вот эти три мужчины будут делать вам целый год. Будут подходить к вам с разных сторон, с разными предложениями, но прям как задержатся в течение года в вашей жизни. С левой стороны это значит, либо вы конкретно от этих людей не ждете никаких поползновений в вашу сторону, либо вы с этими людьми еще не знакомы. Так,
назойливый, вот он, назойливый, такой противный поклонник вышел. Мужчина, который в принципе симпатичный, да, и ну, можно обратить внимание. Но он то ли не в вашем вкусе будет, то ли он, возможно, не свободен. И вы скажете: о, ничего себе, что же я буду на тебя время-то тратить, да? Зачем мне нужен секонд-хенд? Не надо, мне такого не надо. А он прям и ходит, и просит, и просит. И прям, знаете, никак вы от него отделаться не можете. Тут будут и подарки, и цветы, и какие-то шикарные приглашения, там, предложения. Ну, отбиваться будете руками и ногами от этого человека. Если у кого-то возникнут сомнения, нужен он вам или нет, однозначно не нужен. Не нужен, он вышел с левой стороны. И, понимаете, он что-то явно скрывает. О чем-то он явно не договаривает. И это не речь о там, семьях, да, там, женах, детях. Нет, здесь какая-то черта характера, либо какие-то вредные, ну, я не знаю, привычки. Да? Вот есть что-то в нем плохое. То, что не принято показывать, и то, что может очень серьезно усложнить жизнь. Поэтому ваша интуиция вам тут четко все обрисует, и вы ее будете слушаться. От этого человека вы будете, ну, так, держаться на дистанции, ну, насколько это возможно. Не могу сказать, что испортит вам год. Нет, скорее как немножко как обременение он вам идет. Да, постоянно там отказываться, он вас там подстерегает, там, с цветами, со всякими там люблю, украду и прочее, прочее. Но вы от него отбиваетесь. По крайней мере, весело будет, девочки, будет весело. Так, любовник вот кому-то вышел. Но этого любовника вы точно знаете. Ну, по крайней мере, видели. Может быть, вы сейчас с этим человеком в любовной связи состоите. Страсть. Страсть, вот прям безумная страсть. Страсть, которая обжигает. Вы, в принципе, да, вы по страсти с ним сошлись. А вот он очень сильно путает страсть и любовь. Да? Ему кажется, что эта страсть, это и есть та самая любовь. Вы с ним время проводите, а он с вами, значит, жизнь хочет провести. Но, честно скажу, он вас достанет своей ревностью и какими-то своими, ну, я не знаю, придирками, проверками, допросами. Вроде как вы к нему тянетесь, и вроде вам с ним неплохо. Но он будет себя не очень красиво проявлять. Вот ревновать очень сильно будет, что-то там требовать, как-то себя так вести некорректно в вашу сторону. И вы скажете: слушай, дружочек, ну реально достал. Да? Я уже тебя не хочу, все, давай, в отставку. В отставку. Он так обидится, девочки, прям пропадет. Пропадет, долго вы его не увидите, не узнаете, не берите на себя вину. Вот, может быть, даже он вас обвинит, скажет: вот ты там мне отказала, и я там пойду с собой что-то сделаю. Ну, во-первых, он ничего не сделает, прям такого ужасного. А во-вторых, ну, это не мужское, понимаете? Это не мужской поступок обвинять женщину в чем-то. Ну, хорошо, ну не нравишься. Ну, не нравишься, ну что я могу сделать? Вот. Вы как-то в нем разочаруетесь и вот разойдетесь с ним. Разойдетесь и прям как, ох, даже нервы немножечко вам попортят. Вы-то не против с ним встречаться. Но только так, как было. Большего вы, например, не хотите, либо не хотите в данный момент. Ну вот не чувствуете вы этого. А он нет, вот прям лезет и лезет. И все там, и ты моя, и прям, чтобы все знали. И там это, перед другими мужиками не ходи, там, одень паранджу или что-то там, закройся, прикройся. Ну, понимаете, да? Такое ревнивое существо, создание. Так, идем дальше. Здесь вот явно у кого-то в следующем году брак. Вот брак, свадьба официальная, очень красивая. В каком-то необычном то ли стиле, то ли в каком-то месте необычном будет проходить. Ну прям красота, красота. Вот кто у меня сейчас особенно без женихов, вот поверьте, свадьба будет. Свадьба будет. И причем как-то быстро у вас все происходит. Да? Момент знакомства, момент, скажем так, встречаний, да, конфетно-букетный, а потом бац, и свадьба у вас идет. У вас будут сомнения.
Но вы человек здравомыслящий, конечно, вы будете думать, а не делаю ли я ошибку, а не быстро ли у нас все это происходит. Но это судьба, девочки, это судьба. Судьба вот вас прям столкнула, слепила с друг другом, да, прилепила друг к другу и говорит: все, будьте вместе. И вы будете. Вы будете, и брак у вас такой неплохой. Смотрите, мне очень нравится, что это как партнерские отношения нам показали. Видите, с вашей стороны вы мостик делаете, и мужчина со своей стороны тоже делает мост. То есть вы вместе, не каждый сам по себе, у каждого там свой интерес, либо один там отстает, другой догоняет. Вы совместно сходитесь, совместно вкладываетесь, совместно все там думаете, обсуждаете, решаете. Ну, как и положено, да, как и положено. Но, смотрите, со стороны мужчины идут более какие-то, ну, либо активные, либо ну, как больше вкладывается он в вас, в ваши отношения. Вы менее вкладываетесь. Также это может говорить о том, что мужчина возьмет на себя какие-то ваши обязательства. Ну, допустим, у вас есть проблемы, которые нужно решать. У вас там не получалось, да, либо в силу того, что у вас, ну, не знаю, знаний не хватало, а может быть, у вас долги, у вас денег не хватало. Да, он за вас все это поделает, порешает, прям все возьмет на себя. Так и скажет: милая, не переживай, я все сделаю сам. Вот. С вашей стороны отдача немножко меньше выглядит. Но это не проблема. Вот у кого-то отыграется, что мужчина наоборот скажет: так, ты, значит, посиди, я мужик, я все сделаю. Да? Как, знаете, не позволяет он вам вкладываться по полной. Но это красивый жест, это красивый, и как рисунок очень красивый вышел. Меня очень радует, что вы вот как в единое тело сходитесь с этим человеком. К сожалению, мне не дали никаких вводных, кто это человек, сколько ему лет, там, имя, ничего не вижу, абсолютно не вижу. Может быть, следует мне сделать отдельно, вот конкретизировать, с кем у вас будет, ну, серьезные отношения, да, с кем у вас будет брак. Сейчас мы смотрим на любовь. По поводу любви я вижу верность по аистам, причем и с вашей стороны аист, и с его стороны аист, и прям в равных пропорциях, то есть честные, верные отношения. И вижу, да, действительно, эта любовь, она не вот эти страсти, мордасти африканские, а вот такая спокойная, выдержанная, и дружба, и коммуникация у вас полная идет. Вот вам очень приятно, комфортно вдвоем находиться, комфортно не только, например, там время проводить, да, но и просто посидеть, помолчать, друг на друга посмотреть. Комфорт идет у вас с этим человеком. Так. И еще важный момент для тех, кто сейчас у меня в браке. Есть такие девочки, кто в браке. Ну, я так понимаю, брак у вас не очень, раз вы зашли на эту отсыпочку. Вот, хотите любви. Я вам на этот год только могу любовника предсказать. Вот действительно любовника, с кем вы, ну вот на почве, да, ваших неприятностей семейных, неурядиц, сойдетесь. Возможно, у человека тоже есть брак, и, возможно, он тоже очень несчастный, как и вы. Вот вам будет о чем поговорить и чем друг друга утешить. Здесь вот больше как дружеские отношения. Дружеские, ну вот насколько это возможно между любовниками, дружеские отношения. Вы весь год будете вместе. Вас, я не знаю, и ловить, наверное, будут. Кто-то что-то увидит, застанет. Но никто поверить не сможет, что у вас есть любовник. Вы еще будете этому удивляться. Как же так, как же так? По поводу вашего супруга сегодняшнего, ну, понимаете, вы его не бросаете, потому что вам его на самом деле жаль. Но вы понимаете, что без вас он либо сопьется, либо оскотинится, ну, пропадет, одним словом. Поэтому вы не можете его оставить, вы не можете от него уйти. Это не судьба у вас такая тяжелая. Это именно, ну, ваше восприятие этого человека. Вам его жаль. Да? Вам его, если честно разобраться, на самом деле вам его очень жаль. Пропащая душа, вот так вот у меня выходит. Решать, конечно, вам, выбирать, конечно, вам. Если вы все-таки примете то самое решение, поверьте, вы никогда не пожалеете. У вас все будет хорошо. У мужа вашего будет плохо, горюшка случится, а у вас, наоборот, все будет хорошо. Но я, к сожалению, не вижу, чтобы вы смогли решиться. Вот что прям сказали: все, хватит.
ухожу. Нет, этого я не вижу. Так, и еще момент. Дама. Здесь у меня есть дама, взрослая дама, которая кого-то хотела проверить. Какого-то мужчину хотела проверить. Он или не он, да, есть ли любовь или нет. Почему-то вам кажется, что он либо хочет вас использовать, либо использует, да, в каких-то своих там интересах, целях. На самом деле я не вижу тут использования, абсолютно не вижу. Ну да, я понимаю, у вас опыт, вы имеете право на осторожность, но вы чрезмерно осторожны, чрезмерно. Вы его этой осторожностью очень сильно обижаете. Если вы дальше будете так себя проявлять чрезмерно осторожно, то мужчина может и действительно обидеться раз и навсегда. Спросите себя честно, хотите ли вы этого мужчину рядом. Если да, смело ему об этом говорите. Не бойтесь, ничего не бойтесь, он хороший человек. Если вы не можете справиться со своей тревожностью, сами с собой договориться, тогда отходите от него. Отходите и, как говорится, не тревожьте сердце ни себе, ни ему. Да, он неплохой, он очень неплохой, и он говорит вам правду, если вас вот именно этот вопрос смущал. Так, и еще важный момент, который я обязательно должна сказать. Кто-то у меня от вот этой настоящей любви забеременеет. Девочки, забеременеет. Это для вас будет вот прям благословление высших сил. Вот беременность от любимого человека. Вот, принимайте с благодарностью. Возраста там не пугайтесь, либо каких-то обстоятельств не пугайтесь. Все будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.